Добрый вечер, уважаемые зрители. Вы смотрите новости на телеканале Якутия-24. В прямом эфире с вами Влад Давыдов. Усилить контроль. Айсен Николаев дал ряд поручений по видеосвязи на совещании с главами районов. Навигация завершается. По лени начали курсировать суда на воздушной подушке. День авиадиспетчера. Расскажем об уроженце Якутии, получающем образование в Университете гражданской авиации в Петербурге. Ситуация с COVID-19 остается напряженной не только в Якутске, но и в других населенных пунктах. На местах предстоит усилить контроль за соблюдением ограничительных мер, продолжить работу по увеличению коек, маршрутизации лабораторных исследований, вакцинации населения. Такие поручения по видеоконференц-связи дал руководитель республики Айсен Николаев на совещании с главами районов республики. Им поручено держать на контроле потребность в дополнительных койках и отслеживать ситуацию с наличием лекарств в медучреждениях и аптеках. Что касается данных по цифрам, то за минувшие сутки COVID-19 выявили еще у 133 якутян. Об этом сообщила министр здравоохранения Елена Борисова. Больше всего заболевших по-прежнему в столице, 84 случая, остальные в районах республики. Сегодня система медицинских организаций увеличила количество коечного фонда практически на 30% от мая текущего года, когда у нас был пик наибольшей заболеваемости. Сегодня на всей территории республики развернуто 2518 коек, занятость сегодня составляет 60%. Большинство количества заболевших регистрируется именно в офисных предприятиях, в бюджетной сфере, поэтому мы рекомендуем всем лицам все-таки сохранять и обезопасить себя и близких, максимально самоизолироваться, соблюдать основные правила, это ношение масок, это соблюдать дистанцию и, конечно же, проводить дезинфекцию как, собственно, помещений, своих жилых помещений, ну и ношение дезинфектантов, орошением рук. В целом же ситуация по заболеваемости детским населением стабильная. Растет у нас заболевание ОРВИ и грипп среди взрослого населения, но надо отметить, что достаточно хорошо у нас проходят профилактические мероприятия по вакцинации. Сегодня практически 97% по республике от представленной вакцины Минздравом Российской Федерации исполнено. В Нюрбинском районе для борьбы с коронавирусом здания предприятий, торговых площадей обрабатывают так называемым холодным туманом. Еще весной этого года администрация района приобрела специальное оборудование для обработки помещений дезинфицирующими средствами. В настоящий момент оборудование передано Центральной районной больнице. Для обработки помещений холодным туманом работают 2 дезинфектора. Работают они по заявкам предприятий, а также индивидуальных предпринимателей. Обработка, дезинфекция холодным туманом, я считаю, востребована, особенно для торговых центров, учреждений, торговых домов, именно больших. Стараемся обрабатывать не раз в месяц, а в остальное время обрабатываем сами, пользуясь кварцевыми лампами, бактерицидными лампами и хлорсодержащими средствами. К другим новостям. На паромной переправе Якутск-Нижний Вестях суда будут работать ориентировочно до начала ноября. Об этом сообщил Минтранс Якутии. На текущую дату паромные переправы на реках республики завершили свою работу. Вне сроков навигации на паромной переправе Якутск-Нижний Вестях будут работать суда в сопровождении тяжелых буксиров. Тарифы на перевозку грузов в период неблагоприятных метеоусловий установлены приказом Госкомцен Якутии от 2016 года. Далее, в период межсезонья в начале ноября по маршруту Жатай-Техтюр будут идти грузовые перевозки с привлечением ледокола. Это будет ориентировочно до конца ноября. Из-за плотности шугохода на реке Леня скоростные маломерные суда прекратили свою работу. Начали курсировать суда на воздушной подушке «Хивусы» по маршруту Нижний Бестях-Якутск. В этом году со стороны Нижнего Бестяха пристань для судов организовали на берегу, где находится зал ожидания. А в городе Якутске пассажиры прибывают на 202 микрорайон. Проезд 1500 рублей. Также Ассоциация железной дороги Якутии перевозки пассажиров ведет теплоход «Рукавишников». С сегодняшнего дня судно будет курсировать 3 раза в день. Сейчас со временем прекратят свою работу
Прекратит свою работу паромная переправа. Они уйдут по маршруту Жатай-Тихтюр. Это будет 25 километров ниже. До конца недели должны еще ходить в штатном режиме. Потом, возможно, будут изменения. Опасно пока еще выходить на лед. Лед очень толстый, он только встал, поэтому его толщина не обеспечивает безопасность. Безопасная толщина льда для одиночного пешехода при 7 сантиметров. Поэтому такой толщины пока еще нету. Также с 15 октября на всей территории республики завершилась навигация для маломерных судов, используемых в некоммерческих целях. В этой связи сотрудники ГИМС Хангаласского улуса регулярно проводят рейды и профилактические беседы с судоводителями, а также с населением. Те, кто ослушается приказа Минтранса, ждет административная ответственность, которая влечет за собой штрафы от 5000 до 10 тысяч рублей. Помимо этого, ГИМС напоминает о том, что выезд транспортного средства на лед в период введенных ограничений влечет также наложение штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Закрытые сроки навигации у нас предусмотрен административный штраф от 5 до 10 тысяч. Основная работа у нас сейчас по профилактике и беседам с населением. К другим новостям. Ежегодно 20 октября в мире отмечается День авиадиспетчера. Эту важную профессию можно получить в Университете гражданской авиации Санкт-Петербурга. Там сейчас как раз и проходит обучение наш земляк, якутянин Саргалан Сафронов. Об учебе в северной столице и планах будущего авиадиспетчера в сюжете Айсены Бурнашовой. Каждый день крылатые машины поднимаются в небо и устремляются вдали. От взлета до посадки за огромным пространством следят авиадиспетчеры. С помощью радаров, локаторов и связи с кабиной пилотов они не просто управляют самолетами, отвечают за жизни людей. Это обеспечивает безопасность, регулярность и упорядоченность воздушного движения. Ну, если такими простыми словами, то это авиадиспетчер контролирует за воздушным движением, за самолетами, чтобы они не сближались к опасному сближению. Саргалан – студент университета гражданской авиации. Уже в следующем году он станет дипломированным специалистом-авиадиспетчером. Небо покоряется смелым, отмечает якутянин. С выбором профессии он определился еще в 10 классе. Учеба у нас проходит интенсивно, интересно. Конечно, в период дистанционного обучения есть свои недостатки, трудности. У нас там проходит учебная практика. Это симуляторы авиадиспетчеров. Там мы разбираем всякие нештатные ситуации. Эшелон, альфа, снижение – это язык авиадиспетчеров. Каждый день специалисты разводят самолеты. Они владеют информацией о погоде, работе аэродрома, обстановке на полосе. Их главная задача – оптимизировать работу пилота и сделать ее безопасной. Поэтому авиадиспетчеры всегда начеку. Есть диспетчер круга, диспетчер подхода и районный центр. Такие транзитные. Но мне нравится районный центр. Там много интенсивности, много английского. Я планирую работать в Якутске, аэропорт Якутск. В Международный день авиадиспетчера своих коллег поздравляет и капитан корабля Ту-154, герой России, пилот Андрей Александрович Ламанов. Это он в сентябре 2010 года сумел избежать авиакатастрофы над Ижмой и спасти пассажиров рейса Полярный-Домодедово. За годы работы в небе он не понаслышке знает о важности и ответственности работы авиадиспетчеров, да и каждого члена команды. Герой признается, в авиацию идут с чистым сердцем. И только по любви. Любить профессию. Мне кажется, это самое главное. Не идти ни за денег, ни за формы, и идти не за чем-то, а идти именно по любви. Формула счастья очень простая. Когда тебе с дома хочется на работу, а с работы домой. Вот это называется счастьем. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Виктор Олесов, Санкт-Петербург, Москва. В Москве состоялся открытый турнир по масс-рестлингу. Соревнования прошли в рамках студенческих игр боевых искусств. В масс-рестлинге участвовали 5 регионов, включая Якутию. Подробности далее. В этот день на помосте встретились рестлеры из Москвы, Якутии, Смоленской, Московской и Владимирской областей. Соревнования прошли в стандартном формате до победы в 2 раундах одного из участников.
Для мужчин турнир прошел в 4 весовых категориях от 70 до свыше 105 килограмм. Перетянуть удачу на свою сторону решили и представительницы прекрасного пола. Они соревновались в абсолютной категории. С серьезными намерениями на помост вышли московские спортсмены. Павел Семченко 3-й год занимается масс-рестлингом. В этот раз участвовал в категории богатырей до 105 килограмм. 2 первенства России за спиной, и взрослые турниры уже, и призовые места там, и то и сё. Но это атмосфера. Главное, что это атмосфера, и есть возможность чувствовать себя частью чего-то большого и спортивного, что немаловажно. Львиную долю рестлеров, сразу 6 участников, представила Владимирская область. У нас в Судовском районе в детско-юношеской спортивной школе открыта секция именно масс-рестлинга. Это прекрасный вид спорта. То есть детям очень он нравится. Даже кто первый раз приходит и потом, извините за выражение, за уши не оттянешь. Несмотря на подготовленность спортсменов, якутским рестлерам, воспитанникам Егора Кудрина и Ивана Белолюбского все же не было равных. Правильная техника, опыт и грамотные выходы в стойку дали о себе знать. Триумфаторами в категории до 70 килограмм стали Дмитрий Ноев и Эрел Сивцев. Ребята заняли 1-е и 3-е места. Их соперники Тамерлан Схвитаридзе и Дмитрий Герасимов вышли на 2-е и 3-е позиции. Один в финале был подготовленный парень, но я не знал, чуть не ожидал от него такого. Но ожидал от своего земляка, что мы выйдем оба в финал, а оказалось, он его победил. Масс-рестлингом я занимаюсь уже около 5 лет. Сегодня я занял 2-е место, встретился с якутскими спортсменами, с 2 в полуфинале и финале. Я очень рад, потому что никогда не занимал призовые места масс-рестлинга. Поэтому очень рад. Да, буду тренироваться, дальше буду бороться. Как можно больше соревнований буду участвовать. Пальма первенства также досталась Бегенче Раджепову, Дмитрию Носареву и Петру Семченко. Среди женщин 1-е место заняла Наталья Короленко. С этого дня Всероссийская федерация масс-рестлинга официально вступила в Российский студенческий спортсоюз. Это значит, что турниров по перетягиванию палки в Москве станет больше. Соревнования уже вошли в календарь следующего года. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. Пока это все к этому часу. Итоги дня подведем в 20:00. Оставайтесь с нами на Якутии 24.